Меня очень беспокоит кашель, боль в горле. А еще слабость и высокая температура, которые Елена Зиязиддинова ощутила накануне. Резко прямо на работе женщине стало плохо. По ее словам, уже дома поняла, что это первые признаки гриппа. У меня температура ночью поднялась, поэтому решила обратиться к медикам. Только грипп это или ОРВИ разбираются уже врачи, чтобы знать, что именно лечить. Каждый день к ним приходят носители обоих вирусов с одинаковыми симптомами. Повышение температуры тела, першение в горле, насморк, сухой кашель, ломота в теле и слабость. С такими симптомами Новый год встретили тысячи татарстанцев. Сегодня Минздрав озвучила статистику их обращений за неделю. С жалобами на кашель, жар и насморк к медикам пришли 6360 человек. Это на 17,2% ниже средне сложившегося так называемого эпидемического порога. То есть, в принципе, можно говорить о благополучии. С точки зрения формальной эпидемиологии нет каких-либо предпосылок для развития эпидемии. Но вы видите, что заболеваемость за одну неделю выросла в 2 раза. Поэтому медики советуют внимательнее относиться к здоровью. По возможности проветривать помещение, не стесняться носить маски от простуды, следить за гигиеной. Одна из самых действенных мер – следить за чистотой своих рук. Медики советуют по мере возможности обрабатывать их, например, антисептиком. Такие процедуры снижают риск заболеть примерно на 70%. Если чувствуется небольшое недомогание, врачи допускают, что можно лечиться дома, но не больше 12 часов. Если не стало лучше, лучше сразу на прием. А если грипп и ОРВИ обошли стороной, добро пожаловать в овощные лавки для укрепления иммунитета. Рамиль Шайдуллин, Данил Филатов, ТНВ, Казань.